Все? Все, продолжаем. Рады приветствовать представителей футбольного клуба «Дордой», главного тренера Вадима Скрипченко и игрока команды Эрниста Батрыханова. Вадим Викторович, добро пожаловать. Предлагаю начать с ваших комментариев перед матчем, после чего передадим слово представителям СМИ. Национальный трофей, суперкубок, обладатель Кубка Кыргызстана против чемпиона страны прошлого года. Поэтому, я думаю, комментарии излишни здесь. Понятно, что для футболистов, для команды, для традиций футбольного клуба «Дордой» это возможность завоевать очередной национальный трофей, пополнить свою и так богатую, скажем так, историю, богатую копилку своих завоеваний в истории футбольного клуба. Ну а ребятам, футболистам, те, которые представляют сегодня футбольный клуб «Дордой», я всегда задаю один и тот же вопрос, и Эрнест подтвердит. Задаю вопрос, много ли в нашей жизни было трофеев, те, которые мы завоевали и испытали радость от завоеванного трофея. Есть футболисты, которые у нас сегодня в раздевалке, в команде, которые, да, что-то выигрывали и немало выигрывали. Но есть футболисты, которые не выигрывали еще трофеи. Поэтому это возможность завоевать национальный трофей. Я думаю, комментарии излишни. Спасибо. Вопросы? Ну, действительно, то, что вы сказали, это важный трофей и для Дордоя, для болельщиков Дордоя, да? Но были времена, когда всегда участвовал в Дордое, в суперкубках. Но сейчас получилось так, вы перед этим были турниры, у вас, да, насыщенный график, чемпионат, потом Лига вызова. Насколько будет ротация состава, может быть, тактические изменения, и может комментировать прошлые матчи, которые с Эльбирсом была такая игра, которую вы проигрывали, да? Но это было именно на то, чтобы хорошо готовиться именно к этому трофейному матчу. Ну, вы знаете, я не хочу говорить про обстоятельства, которые были до сегодняшнего дня, да. Все, что было вчера, это уже в прошлом, да. Понятно, были определенные задумки. Мы не будем ссылаться ни в коем случае на трудный график игровой, да, понятно, мы играем через 3 на 4, ребята уже наигрались, есть и где-то немножко такая, скажем, эмоциональная. Хотелось бы чуть-чуть нам какой-то, скажем так, передышки для того, чтобы набраться эмоций. С точки зрения физического аспекта тут никаких проблем, все нормально. Да, в прошлом матче, да, хотелось дать немножко отдохнуть, опять-таки, с точки зрения эмоциональной составляющей тем ребятам, которые вынесли основную нагрузку в матче против сирийцев в Кубке вызова. Но еще раз говорю, что не хватило нам, условно говоря, ни чуть-чуть ни мастерства, ни игрового тонуса тем футболистам, которые вышли в прошлом туре и играли против Эльбирса для того, чтобы добиться успеха. Но еще раз говорю, это все сослагательное, это все уже дела минувших дней, прошлое. Мы не живем прошлым, мы живем настоящим. Сегодня нас интересует только сегодняшний день. Для нас сегодняшний день это новый вызов, еще раз говорю, новая возможность завоевать национальный трофей. И я думаю, что здесь дополнительной мотивации никакой ни футбольному клубу, ни футболистам, которые представляют, ни тренерскому штабу здесь не нужно, поверьте. Поэтому с этой точки зрения только исключительно сегодняшним днем и подготовка вся направлена на то, чтобы завтра сработать по максимуму в этом противостоянии. Эрнестке ушул боюнча суроо бергим келет да, конечно, Дордой бир эле Дордой өзү үчүн эмес, Кыргызстан үчүн, ушундай рейтингдик упайлар үчүн ойнош керек болуп, бирок ошо чыкпай калгандан кийинки баскычкачы бардык көрөрмандарга баарын эле кичине обидно болуп калды, бирок силерге андан да көбүрөөк обидно болсо керек, силер ошону мүмкүн кыла албай калдык депчи. Анан азыр тренер айтып өттү, кээ бир оюнчуларга бир аз эмоционалдуу өзүнө келип алганга мүмкүнчүлүк берет депчи. Азыр ошол Чакырык лигасындагы оюндан калыбыңарга келдиңерби, раздевалкада атмосфера кандай, бүгүнкү оюнга именно психологиялык жактан, эмоционалдык жактан кандай да? Эми АФК Чакырык лигасынан кийин өзүбүз мындай эмоционалдуу түрдө дагы бир аз отуруп калдык. Буну түшүнсө болот. Биз өзүбүздүн көп жагыбызды ушул оюнга бергенбиз. Өзүңүз көргөндөй эле Эльбирске каршы оюнда дагы
даже мындай азыраак ойногон балдарга дагы эмоция жетишпей калды да, мындай огня в глазах жок болуп калып, анан эмоция жактан аз жакшы эле го дейм, анткени суперкубок азырынча биз үчүн бул акыркы мүмкүнчүлүк десек болот бул жылда. Ошондуктан биз өзүбүздүн бүт күчүбүздү ушул оюнга арнап, эмоционалдуу жактан дагы проблема болбойт деп эсептейм, анткени бул оюн бир эле оюн, нейтралдуу поледе, ошондуктан өзүбүздүн күчүбүздү сынап суперкубокто жеңишке жетүүгө өзүбүздүн чоң аракеттерибизди жасайбыз көрөсүң. Ошол азыркы абалды эске алып, мисалы үчүн суперкубокту утуп, ошонун баарын мындай жокко чыгарып жууп кетебиз деген ой барбы дейм да, мындай. Албетте андай ойлор бар. Мисалы былтыр деле биз кубоктун финалынын астында 2 оюн утулуп калганбыз. Кайра эле ошол Элбириске утулганбыз. Ошондуктан мындай эмоция жактан проблема деле болбойт деп бул оюнда эсептейм, Элбириске каршы оюндай. Ошондуктан ошондой эле ситуация, өзүбүздүн бүт болгон күчүбүздү алып чыгып жеңишке жетиш керекпиз. Бизде башка жол деле жок го дейм. Владимир Викторович, у меня вопрос к вам. Учитывая плотный календарь игр, наверное, нет смысла говорить о каких-то тактических наработках. Удалось ли восстановить игроков с точки зрения восстановления? Да, конечно, мы в этом отношении поработали. Вот, и если вы заметили, 5-6 человек у нас, которые играли в матче против сирийцев в Кубке вызова АФК, вот, вышли на замену на непродолжительное время, вот, поэтому мы в какой-то степени, да, дали им передышку, потому что все-таки 120 минут плюс там компенсированное время, вот, понятно, очень большая нагрузка, поэтому надо было вот, в матче с Элбирсом некоторым футболистам, которые уже основную нагрузку игровую вынесли, скажем так, в последних матчах надо было, конечно, какой-то нам дать им немножко передышку, чтобы к этому матчу в Суперкубке они подошли более в эмоциональном плане, в хорошем состоянии. С точки зрения физического аспекта, еще раз повторюсь, я считаю, что у нас все идет планомерно, нормально. Вот, я постоянно в общении с командой спрашиваю по состоянию, плюс медицинский штаб дает определенную информацию по каким-то там рекомендациям. Вот, поэтому с этой точки зрения я не вижу никаких проблем. Основным фактором вот в таких матчах, да, когда противостояние состоит из одного матча, это же не кубковая стадия, где есть 2 матча, там, да, можно там в первом матче сыграть, потом есть еще стратегия второго матча. Здесь исключительно один матч, это как финал. Вот, поэтому, конечно, в этом матче будет иметь большое значение психологическая устойчивость, настрой, вот, отбросить все какие-то внешние факторы в сторону, там, определенные какие-то там, то, что график трудный, то, что там где-то чуть-чуть восстановления, может, времени там не хватает. У Барса точно такая ситуация. Они играли также 15 числа, да, может быть, до этого у них не такой плотный календарь был, но тем не менее, они тоже сыграли 15 числа игру своего чемпионата, вот, поэтому мы практически обе команды подходим через 3 дня на 4-й к финалу Суперкубка, поэтому мы в равных условиях. И здесь, еще раз повторюсь, будет значение иметь только мотивация футболистов в достижении этого успеха. Мерлинская суроом бар. Сен үчүн келе жаткан суперкубок оюну биринчи эмес. Кайсынысы эң биринчи мындай эсиңе келет өткөн оюндардан? 2019 жылы Ош шаарында Алай Дордой оюну эсиме келет. Анткени ал оюнда биз конокто ойноп, биздин атаандаштын үйүндө ойноп жеңишке жеткенбиз. Волевая победа болгон, ошондуктан экинчи жолу мен эсебимде болгон, ошон үчүн бул суперкубоктун оюну мага эң биринчи эстеликте калган оюн. Анан дагы бир суроо бар. Ушул сен тажрыйбалуу оюнчу катары башка балдарга, жаш оюнчуларга, жанакы чет өлкөдөн келген оюнчуларга кандайдыр бир сунуштарды же сөздөрдү айтып турасың ушул оюндун алдында? Эң башкысы эмоция берилбеш керек. Мындай айтканда спокойно, мындай кадимки эле матчка чыккандай эле болуп, мындай лишний баштан башка бир нагрузкаларды алып, оюнга концентрация кармап, эң башкысы мандраж болбой, переживанияларды алып,
ошол жактардан көбүнчө оюн астында жаш балдарга сунуш элем. Потому что Эрни сказал, что игроки мотивированы, в то же время они вот хладнокровно хотят подойти к этому матчу, да? И то, что вы сказали, насколько будут игроки мотивированы, да? Значит, они мотивированы. Что вы ждете от Барса, какую игру вы хотите показать? Свой футбол или вот отталкиваться от них, от их сильных сторон, слабых сторон? Ну, Барс, вчера было теоретическое занятие, мы проанализировали игру команды. В целом мы понимаем, сейчас команда набрала неплохой ход, вышла на первое место в национальном первенстве. Вот, это говорит о том, что сейчас они в хорошем находятся эмоциональном состоянии, вот, выйдя на первое место. Есть сильные достаточно футболисты квалифицированные, лидер команды Кичин, капитан команды, есть хорошие атакующие игроки слева и справа, да, вингеры, вот, поэтому, конечно, мы на это обращали внимание, видели их направление игры. Вот. Здесь самое главное будет своя организация игры командная в обороне, вот, то есть лишить соперника его сильных сторон. Ну, естественно, у нас, знаете, мы не подстраиваемся там под каждую команду и не ведем именно под какую-то конкретную команду, какую-то определенную стратегию на матч. У нас есть свои базовые командные принципы ведения игры, да, касательно и оборонительных действий, и атакующих. Вот, поэтому здесь в какой-то степени, да, мы должны учитывать, что ни у соперника, ни у нас права на ошибку нету. Здесь в таких матчах, как правило, команда, которая забивает первыми гол, имеет стратегическое преимущество. Вот, понятно, что здесь, как говорится, сразу оголять тылы и лететь вперед, сломя голову, никто не будет. Я думаю, ни соперник, ни мы. Вот, но, тем не менее, нам надо, еще раз говорю, своих командных взаимодействий, то, что у нас, в принципе, в атаке уже отработано и достаточно неплохо, нам надо поправить реализацию тех моментов, которые мы создаем. Если разобраться, да, то в тех матчах, где мы не добивались максимального результата, да, анализируя игру, проведенную и с командой вместе на разборе игры, мы понимаем, что командные действия у нас неплохо отлажены. Есть создание достаточного количества голевых моментов, вопрос реализации этих моментов. Поэтому, если ребята в этом компоненте добавят, я думаю, что нам все по силам. Все ли игроки в строю, график насыщенный, возможно, из-за этого у кого-то микротравмы или другие причины, или вы можете рассчитывать на всех игроков? Ну, мы сейчас не будем, наверное, не будет неправильно. Соперник все-таки тоже, Барс, возможно, будет посмотреть нашу пресс-конференцию совместную с Эрнестом. Вот, и сейчас раскрывать, скажем так, карты и говорить о том, кто у нас не сможет принять участие в матче, я считаю неправильным, да, чисто из профессиональной точки зрения, потому что соперник, я думаю, тоже определенные выводы делает относительно нашего стартового состава, и с учетом того, что мы в последнем матче с Элбирсом, в матче чемпионата сыграли немножко такую, провели ротацию, да, в какой-то степени. Вот, у нас было там 6-7 изменений, люди вышли, те, которые не играли до этого в стартовом составе, вот, поэтому не хотелось бы сейчас сопернику раскрывать какие-то карты и говорить о том, что кто у нас не сможет сыграть. Все готовятся, все сегодня есть еще тренировочные занятия, будем разговаривать, кто готов на 100% к матчу, у кого, может, по медицинским каким-то параметрам нет возможности завтра сыграть в полную силу. Определимся сегодня и завтра уже в день игры. Что можете сказать болельщикам Дордоя, и вы, и Эрнис? Мен, да? Болельщиков в первую очередь хотелось бы поблагодарить. Они в каждой игре с нами, каждую игру нас поддерживают. И, конечно же, также перед ними хотелось бы извиниться, да, за последние результаты. Но это футбол, поэтому нам нужно двигаться дальше и за новыми победами. И я знаю, что болельщики Дордоя всегда были сильными и одними из лучших здесь, в нашей стране. Поэтому большое им огромное спасибо. И болейте за нас, будьте с нами. Мы, в свою очередь, будем очень сильно стараться порадовать вас яркими победами. Ждете их на трибуне?
болельщикам Дордоя хотите что-то сказать? Ну, я думаю, что тут Эрнест уже все сказал. Вот. И единственное, мы приглашаем на этот матч всех наших преданных болельщиков, не только фанатский сектор, который с нами ездит, да, и на выездные матчи, и на домашних матчах присутствует на стадионе, но и всех болельщиков, родных, близких наших футболистов, руководства клуба и так далее, всех, кто причастен к этому футбольному клубу, чтобы в таком важном матче, вот, в борьбе за национальный трофей Суперкубок, чтобы пришли, поддержали нашу команду, наших ребят, которые, еще раз говорю, постараются все максимальные свои усилия предложить для того, чтобы завоевать этот почетный национальный трофей. Спасибо, желаем удачи. Спасибо. Вопросов нету. Также хочу напомнить, что завтра, 19 августа, состоится матч за Суперкубок Кыргызстана между командами Парс и Дордой в спорткомплексе Алга, город Бишкек. Время начала 20:00 вечера. Всем спасибо большое. Все есть, спасибо.